понимаете, занимаются вот этой мукой. И им надо было в Будай-Агро вытащить большую партию муки. И они попросили вот эту квартиру под залог на 3 дня. А каковы были ваши условия? То есть, получается, вы просто отдали свою квартиру на 3 дня? Никак не обезопасить или не... Они мне написали расписки. Они написали мне расписки. И Манкулова мне написала расписку, что по возврату ей денег она была как Иманкулова, как ростовщик, ну, которая дает деньги. Вот. А Осмонова на тот момент у Ашимова не было паспорта. Осмонова как гарант пишет мне, что они мне возвратят эти деньги. Вот. И мы с Иманкуловой сделаем переоформление вот этой квартиры. Они под мою квартиру взяли $20 000. Нет, ты расскажи то, что Иманкулова записывает квартиру на себя, деньги отдает тебе, ты эти деньги передаешь Осмонову. Нет, вот это расскажи. Нет, не надо. Схемы. Это группировка, это группа лиц, у которых действительно четко налажен механизм действий, работают очень грамотно, чтобы потом уже по последующим форс-мажорным фактам такие потерпевшие, как мы, не могли добиться правды и справедливости. То бишь закон действительно остается почему-то на их стороне. Так и я подала, узнав про все это, я подавала иск в 2009 году о признании сделок недействительными, так как уже было тоже оформлено 2 купли-продаж, где Маматова Айсулу являлась действительно четким таким организатором, где все эти факты изложены и имеются в рамках уголовного дела 500986 в отношении Маматовой. Было возбуждено Главным следственным управлением МВД КР по заявлению Демирбанка, по заявлению Незалиева Мирлана и по моему заявлению. То есть нас 3 потерпевших. Но однако данное уголовное дело то сгорело в 2010 году в Генеральной прокуратуре, то еще что-то. То есть очень много таких щадящих для них моментов. И в конечном итоге это дело неоднократно прекращается.